Смотрите в программе. В России запустили поставку первой партии препарата против коронавируса. Водители городских автобусов Якутска остались без работы. Как столица будет возобновлять движение маршрутов? А школы и колледжи тем временем готовятся начать учебный год 1 сентября в очном формате. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Глава региона поздравил якутян с Днем России. В тексте сказано, что этот государственный праздник символизирует единую историю, олицетворяет возрождение обновленной страны, укрепление российской государственности. Сегодня Якутия, являясь самым большим регионом Российской Федерации, участвует в реализации дальневосточной экономической политики государства и общенациональных целей в социальной сфере. Нас всех объединяет любовь к своей отчизне, созидательный труд во благо страны, забота о подрастающем поколении. А.С. Николаев пожелал мира, благополучия, достижения плодотворной деятельности и успехов во всех начинаниях во благо великой России. Также сегодня якутян с праздником поздравил и рассказал о важности этого дня постоянный представитель нашего региона при президенте России Андрей Федотов. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья! От имени постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, Совета руководителей, представительств регионов при президенте и правительстве нашей страны и от себя лично поздравляю вас с Днем России. Сегодня этот день является символом нашей любви к Родине, гордости за ее победы и достижения, общенационального единства и братства людей самых разных народов и культур, считающих Россию родным домом. В этом интернациональном единстве, в многообразии кроется наша великая сила и фундамент мощи нашей державы. В этом и есть и остается главное конкурентное преимущество Российской Федерации. Сегодня состоялось официальное открытие трудового семестра студенческих отрядов Якутии. В связи со сложившейся эпидситуацией новый сезон открыли не на площади Ленина, а на территории студгородка, в сквере, посвященном стройотрядам. По словам главы региона А.С. Николаева, сегодня была заложена новая традиция. И теперь последующие трудовые сезоны будут открываться именно там. В нашем летнем трудовом семестре мы в основном упор сделаем на сферу строительства. В сфере строительства наши студенты уже работают и будут работать в строительстве инфраструктурных объектов, жилых домов. Также в сельском хозяйстве наши ребята будут работать. В этом году очень хорошая поддержка со стороны Министерства строительства, Министерства образования и науки, Министерства молодежи, также еще Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, при поддержке которого организовано 5 трудовых проектов на территории Дальнего Востока. Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «Химрар» запустили поставку в российские больницы и фармацевтические организации первой партии препарата против коронавируса – Авифавир. Напомню, препарат получил регистрационное удостоверение Минздрава России 29 мая и стал первым зарегистрированным в стране против коронавируса. Подробнее о новинке медицины Юрий Осипов. Часть партии уже в четверг отправилась в Химки и Подольск, а также уже поступила в Центральную клиническую больницу с поликлиникой управделами президента страны. Эффективность этого препарата очень высока. И действительно, те ощущения, которые мы имели, участвуя в этом исследовании и видя этих больных, совпадают с теми небольшими данными, которые были показаны в первых исследованиях, в том числе и китайских, что это быстрая достаточно элиминация вируса и быстрое снижение температуры в сравнении с группой стандартного лечения. Препарат маркируется специальным цифровым кодом, который является аналогом паспорта лекарства, что гарантирует его подлинность и позволяет отследить путь каждой упаковки от производства до аптеки или медучреждения. Производство может быть увеличен до 2 миллионов курсов в год. К слову, для россиян лекарство должно быть бесплатным по программе ОМС. Юрий Осипов, Николай Коровин. В Мирном пройдет тотальная дезинфекция. Обработают общественные пространства и все торговые объекты города. 12 и 13 июня ограничено движение общественного транспорта. 14 июня закроют все торговые точки. Исключением станут аптеки с отдельным входом.
Это сделано для того, чтобы в эти ближайшие праздничные дни все-таки ограничить контакты между жителями города Мирного. К сожалению, в последнее время по городу Мирному наблюдается, да и в целом по району, рост ОРВИ, рост пневмонии. Есть случаи, конечно, и по подтверждению COVID-19, но не все случаи подтверждаются. Вы помните, что у нас, к сожалению, сперва были положительные результаты по Айхалу, по Рылаху, но последующие, вторые, третьи анализы дали отрицательный результат. Водители городских автобусов Якутска остались без работы. В редакцию телеканала обратились местные руководители маршрутов. По их словам, уже с февраля этого года страховые компании отказываются заключать с ними договор. В ситуации разбиралась Саргалана Неустроева. Под началом Антона Марданова трудятся порядка 700 водителей. Сейчас более 50 из них осталось без работы. Причиной тому служит отказ местных страховых компаний во включении водителей в полис ОСАГО. При этом, по словам предпринимателя, спекулируют компании майским указом главы республики о самоизоляции. Дескать, приемы только по записи. Только вот отказывать водителям начали еще в начале февраля. В феврале месяце было руководством Союзом автопредпринимателей написано письмо во все страховые компании с запросом дать разъяснение, почему они не хотят страховать. В мае месяце мы получили ответ только от одной компании, это Ингострах. Ингострах дал согласие, то есть что все в порядке, приходите, страхуйтесь. На что я взял эту бумагу, ответ и пошел страховаться. Ингострах мне тоже отказал и не стал меня страховать. Еще одной из причин отказа страховщики называют отсутствие квот на заключение договоров. Но тут же выясняется, что за большую сумму компании готовы пойти на уступки. Вы видите, что там автобус, да? Вы его страхуете? Эти цены с квотами? Какой квотой? Квоты, разрешение на страхование. А кто эту квоту выдает? Головной офис? Да. Хорошо. А им выдает что? Ясно. У нас сегодня получается 10 июня 2020 года. Нам что сейчас делать? Вы можете попробовать оформить электронно через сайт ybsk.ru. Если не получится? Если не получится, СОГАС оформляет. СОГАС оформляет без ограничений. Мы хотим с ограничениями, чтобы не переплачивать в 2 раза. Страховые компании, получается, страхуют либо через месяц записывают, либо страхуют без ограничений, но стоимость в 2 раза дороже. То есть с ограничениями сумма стоит 8,5, с ограничениями 16 тысяч, как и юридические лица. С целью разобраться в ситуации мы обратились в одну из страховых компаний Якутска. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу представители организации пока не дали. В свою очередь Союзом автопредпринимателей было написано заявление в городскую прокуратуру. А позже ситуацией заинтересовалась и уполномоченная по защите прав предпринимателей. Ко мне поступило официальное обращение от АО «Якутская пассажирская автотранспортная компания» по поводу того, что страховые компании не хотят страховать автобусы категории «Д» по ОСАГО с отметкой «Регулярные пассажирские перевозки». С февраля месяца ими были отправлены официальные запросы в страховые компании, но, к сожалению, ответ получен только от филиала «Ингострах». И когда уже предприниматель сам обратился, все-таки устно был высказан отказ. Я уже связалась с Банком России, мы будем разбираться в этой ситуации, и ситуация находится на моем контроле. Мы также продолжим следить за данной ситуацией. Ведь на кону не только ущемленные права автопредпринимателей, но и многих горожан, кто пользуется услугами муниципального транспорта. И это в момент, когда столица региона готовится постепенно выходить из ограничительных мер. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Школы и колледжи готовятся начать учебный год 1 сентября в очном формате. Они будут работать с учетом требований Роспотребнадзора. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Напомним, что Минпросвещение 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля субъектам России рекомендовали завершить обучение с 1 по 8 классы до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. Обучение 10 до 30 мая, 9-11 классов до 5 июня.
Якутия присоединилась к акции, посвященной Дню России. Во дворах столицы прошли праздничные концерты с выступлением артистов филармонии. Прозвучали песни о любви к нашей родине, а в 12 часов был исполнен гимн Российской Федерации. Жители, несмотря на режим самоизоляции, присоединились к празднованию, украсив балконы в цвета триколора российского флага. Министерство культуры поддерживает всероссийскую акцию исполнения гимна во дворах и дворовые концерты. Нами определены 3 локации. 203-й микрорайон, микрорайон Прометей и 17-й квартал. Мы все являемся частью Российской Федерации. Безусловно, здесь будут песни о России, о реках России, о родине, о любви, о долге. В общем, вот такие патриотические песни, которые учат нас любви, патриотизму и всему самому-самому доброму. По статистическим данным, только в Алекминском районе проживает порядка 64 национальностей. Дружба народов в этом районе имеет давние корни. Об их истории Елена Фаст. У каждого района, города нашей республики свое, неповторимое лицо, своя особенность. Алекминская земля славится не только гостеприимством, уникальной природой, но и большим числом национальностей в мире и дружбе, проживающих бок о бок на его территории. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Согласно статистическим данным, более 64 национальностей проживает в нашем красивейшем районе. Хочу сказать, что своей деятельностью Центр культуры, конечно же, в приоритете ставит направление работы с представителями национальных культур. Популяризируем, сохраняем, возрождаем традиции народные. С самых первых лет воспитанники детского сада «Звездочка» знакомятся с культурой и традициями народов. Только в этот садик приходят ребятишек почти 20 национальностей. С прошлого года в районе проходит фестиваль, где также нашло отражение самобытность района. На День города состоялся финал этого фестиваля. Это было красочное, яркое зрелище. Сразу же администрация города запустила второй проект, второй фестиваль на 2020 год. В этом году планы пришлось менять, но организаторы уверены, фестиваль продолжит свою работу. Мы сейчас готовимся, что к юбилею города все-таки наши участники реализуют свой творческий потенциал, они готовятся, они уже начали заниматься с хореографами. Пока это, конечно, точечно, это все онлайн происходит, но мы активно готовимся и думаю, что наших гостей нашего города и земляков мы порадуем вновь ярким, красочным действием на юбилее нашего замечательного города. Елена Фаст, Алекминск. И в целом по России живут много семей, в которых супруги и их дети имеют разные национальности. Но это не мешает им жить в согласии друг с другом. С одной из таких семей, живущей в Севастополе, встретился наш крымский СОБКОР Денис Тишин. Каролина и Роман Лазутины познакомились в Москве. Роман – коренной москвич. Каролина приехала из Якутска в столицу учиться на юриста. Молодые люди долго не думали и решили связать свои судьбы. А много лет спустя переехали в Южный Севастополь. Мы переехали в Севастополь, потому что, когда живешь в большом городе, конечно, жизнь в мегаполисе, она достаточно тяжелая, нервная, много стресса и хочется какого-то спокойствия. Тем более, всю жизнь мечтала жить в море, как человек в Сибири. Еще в Москве у супругов Лазутиных родились дочери Ульяна и Серафима. По словам Каролины и Романа, дети спокойно перенесли переезд в Севастополь и быстро адаптировались к жизни в городе-герое. Уже давно-давно, еще в Украине, в начале 2000-х годов. И когда приехал сюда первый раз, понял, что хочу здесь жить. И теперь я живу здесь. Разные национальности нисколько мешают Каролине и Роману понимать друг друга и жить счастливо. День России супруги специально не отмечают, хотя эта дата в семье Лазутиных все же праздничная. Так совпало, что я родилась 15 июня, и День России и мой день рождения, они совпадают.
Семья Лазутиных постоянно путешествует по полуострову. Больше всего им нравится бывать на южном берегу Крыма, любоваться горами и закатом на море. Каролина признается, что иногда скучает по родной Якутии, откуда уехала больше 20 лет назад. Но очень рада, что ее семья теперь живет в Севастополе, русском городе с великой историей. Денис Тишин, Севастополь. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.